В республике стартовала неделя студенческих отрядов. Инициативная молодежь запланировала интеллектуальные и спортивные игры, творческие фестивали и ряд волонтерских проектов. А начали с кошачьего приюта, где всегда не хватает рабочих рук. Руки Анны Зубаревой там тоже пришлись кстати. Анька, Манька, Добби, Хухлик и даже Трамп. Всего в приюте «Кошки за кошком» около сотни котов и кошек. Поухаживать за ними сегодня пришли студенты. Накануне стартовала неделя студенческих отрядов, а потому все дни расписаны. Помощь приюту, расчистка могил, спортивные игры, творческие встречи, конференции. Конечно, волонтерством, как и всем остальным, ребята занимаются далеко не раз в год, а регулярно. Говорят, общие занятия сплачивают коллектив, и в каком-то роде это дань традициям. Учеба – это, можно сказать, питание для ума, а все, что остальное – это питание для души идет, скорее всего. Волонтерство есть возможность помочь безвозмездно, почему нет? Даже элементарно за спасибо. Вот. Иногда спасибо более чем достаточно. Этот приют существует с 2012 года. Неравнодушным людям здесь всегда рады. Вот и Анастасия однажды от нечего делать пришла сюда с братом. Вспоминает, людей было так много, что так и не попали в помещение. В тот летний день помыли кошек на улице. А потом волонтеров приходить стало все меньше. Для Анастасии же все питомцы за 4 года стали родными. И за это время накопилось немало историй, как про самих усатых, так и про их порой бедовых хозяев. Сами домашних кошек мы не принимаем, то есть такого у нас нет. У нас же приют для бездомных. Звонят, бывает, конечно, просят: возьмите там мою кошечку, или можно мы у вас возьмем кошечку, а свою вам отдадим. Она у нас вот с характером не очень детей обижает. Были такие случаи. Ну, понятно, как бы нет, конечно, нет. В основном те, кто здесь, это выброшенные животные. Кого-то нашли в подвале, на улице, в городе или на даче. Хухлика, например, спасли, когда того топили в реке. Сейчас тут готовы к тому, что он может укусить. Вообще все по характеру разные. Одни прямо тянутся к человеку, другие как огня боятся. Их однажды предали, и довериться они уже больше не могут. А эту кошку зовут Мириам. Ей 5 лет, и 2 года назад ее нашли на дачах. Или сама убежала, или хозяева разлюбили. Постояльцы приюта говорят, поначалу была совсем нелюдимой, даже не давала себя гладить. Но сейчас это одна из самых ласковых и нежных кошек в приюте. К слову, каждый питомец привит, стерилизован, обработан от паразитов. Оказать им внимание и выразить свою любовь даже просто погладив, а заодно и помочь волонтерам можно каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье. Ну, хотя бы по-маленькому, просто погладить вот таких трусишек, которым нужно, привыкать к рукам. Нужны люди, да. Просто даже прийти погладить, почистить уши, там, помыть глаза, когти подстричь элементарно, потому что вот нас тут 2 сейчас, мы этим сегодня, конечно, заниматься не будем. Случается, что кошки обретают свой новый дом. Но заботливые волонтеры в первые попавшиеся руки эти комочки счастья, конечно, не отдают. Они знают, кто-то из кошек не уживется с детьми, кто-то с другими животными. А ведь самое главное, чтобы всем было комфортно и дружба между человеком и усатым-полосатым длилась как можно дольше. Анна Зубарева, Павел Люлян, телеканал Юрган, Сыктывкар.